ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жемчужина севера Ухта попала в северное ожерелье. Именно такое название носит новая автоэкспедиция журналистов, блогеров и путешественников, передвигающихся на отечественных полноприводных автомобилях «Соболь». Покорить северный маршрут искатели приключений решили с целью открыть туристу новый неизведанный край – республику Коми. Архангельск и Карелию автопутешественники изъездили вдоль и поперек, а вот Коми решили узнать впервые и оказались приятно удивлены. Во-первых, это дикая природа, которая вот для нас, даже для тех, кто путешествует где-то по Карелии и по Архангельской области, уже, наверное, такой не найти. А в Архангельской области уже и все подвырубили. А к вам долгое время, наверное, никто не ездил, и в отчетах практически не было. То есть Коми задевали где-то краешком. А цель нашего путешествия – показать, что по Коми путешествовать можно, нужно и куда стоит поехать, что можно посмотреть, с какими людьми встретиться, о чем поговорить, что попробовать. Коми-кухня оказалась тоже очень интересно. Нас вчера сырой рыбы кормили. Туристический потенциал у Коми есть, только вот развивается он не так быстро, как хотелось бы. Правда, участники этого автопробега уверяют, тут легенды и предания можно создавать на каждом шагу. Поражали странников и мелкие ЖД-переезды, и трассы без обжитых мест на многие километры. В общем, зимний туристский маршрут второй степени сложности может стать очень даже востребованным. Особенно с учетом того, что турист тут сам пока зверь невиданный, а значит, принимать его будут с особым вниманием. Маршрут рассчитывается на обычных людей, не богатых, но на обычных людей, которые могут себе позволить недельку отпуска зимой. Вот не валить в Турцию и не оставлять там свои кровные заработанные, а привезти их сюда, правильно ведь? Оставить их здесь, посмотреть север, прокатиться. Кататься создатели маршрута предлагают или на своих личных машинах, или на взятых в аренду у них. Путешествие по нашему нетронутому, по мнению приезжих, краю будет длиться 5 дней, за которые туристы проедут около 1500 километров. Если желающие появятся, то это ожерелье Севера войдет в другой, более масштабный проект – Серебряное ожерелье России. Он уже включает в себя различные по степени сложности и продолжительности маршруты по всей стране.